В эфире еженедельная информационно-аналитическая программа «События недели». С вами Елена Лолуа. Здравствуйте. Эта неделя отмечена несколькими событиями, которые привлекли внимание общественности. Вот некоторые из них. Президент Рауль Хаджимба в начале недели пригласил руководителей силовых ведомств, чтобы выяснить, как исполняются судебные решения по сносу незаконных объектов на территории Пицунда-Мюссерского заповедника. Кроме того, он поручил Генеральной прокуратуре и службе судебных исполнителей скоординировать работу по возврату кредитов, взятых в Сбербанке. А что по резонансным уголовным делам? Генеральный прокурор Зураб Ачба доложил материалы по убийству российского туриста Кабанова, нападению на пожилых супругов в районе Маяка и убийству одного из них, а также уголовное дело по изнасилованию несовершеннолетней в селе Нижняя Шера в течение месяца будут переданы в суд. Что касается других громких дел, то расследование убийства Павла Арзымба и похищения гражданина Турции в Очимчире продолжается. Бороться с мраморным клопом, уничтожающим практически все на своем пути, будет специально созданный республиканский штаб. К такому решению пришли на расширенном совещании у президента, в котором участвовали руководство Министерства сельского хозяйства, главы районов, экологи. 10 миллионов выделено на борьбу с вредителем. На 3 миллиона рублей приобретены химические препараты, и со следующей недели начнется их распределение по всем районам республики. Экологи предлагают стратегию борьбы с вредоносным жуком, выработанную в Италии, где по краям плантаций устанавливаются феромоновые ловушки, привлекающие клопов запахом. По краям плантации устанавливают феромоновые ловушки, которые представляют собой вещество аттрактант, привлекающий на запах клопа. И затем обработку производят этих деревьев вместе с группой деревьев, находящихся рядом с тем деревом, на котором находится ловушка аттрактант. И таким образом они минимизируют количество препарата, которые они используют, количество работников и техники, которые используются, и тем самым минимизируют экономические затраты, и при этом они не ставят перед собой задачу уничтожить клопа целиком, а только снизить экономический вред до минимального, которую он наносит. В Абхазском государственном университете выбирали ректора. Им вновь стал Алеко Гварамия. Ученый совет главного вуза страны единогласно проголосовал за его переизбрание на эту должность. Профессор, доктор физико-математических наук, академик Академии наук Абхазии, Адыгской международной академии наук Алеко Гварамия известен далеко за пределами республики. Он возглавляет университет с 1989 года. Избирался депутатом Верховного Совета Абхазии первого золотого созыва. Алеко Алексеевич – автор более сотни публикаций в ведущих математических изданиях СССР, России, США, Германии, Израиля, Венгрии. Опираясь на накопленный опыт и имеющиеся интеллектуальные и материально-технические ресурсы, считаю необходимым принятие закона Республики Абхазия о Абхазском государственном университете как национальном высшем учебном заведении. Примеров здесь много. Московский университет, Санкт-Петербургский университет, Приднестровский университет, Юго-Остинский университет и другие университеты. Целевая программа развития университета, работа над которой уже начата в отчетный период, должна быть завершена в ближайшее время. Она станет основой дальнейшего поступательного развития вуза. На этой же неделе был избран председатель Конституционного суда Абхазии. Им стал Нури Таня, а его заместителем Людмила Ходжашвили. В настоящее время решаются вопросы по организации и налаживанию работы высшего судебного органа. А между тем, группа депутатов парламента поставила под сомнение вопрос законности избрания одного из судей КС – Алисы Бигбава. По их мнению, за ее избрание проголосовало меньше квалифицированного большинства парламентариев. С исковым заявлением о признании недействительным постановления парламента об избрании 5-го судьи КС депутаты обратились в Верховный суд и получили отказ. Вопрос легитимности избрания судьи должен решаться Конституционным судом, гласит определение судьи Верховного суда Генри Гамисоня.
Военной прокуратуре Абхазии исполнилось 25 лет. 1 марта 1993 года – точка отчета в работе этого ведомства. Военная прокуратура следит за соблюдением законов во всех силовых структурах республики. В период грузино-абхазской войны сотрудниками военной прокуратуры расследовались тяжкие и особо тяжкие преступления. А за весь послевоенный период расследовано более 2000 дел разного характера. Это и дезертирство, и халатность, и употребление и распространение наркотических средств. Бывало и такое. В разные годы ведомство возглавляли герой Абхазии Владимир Начач, кавалер ордена Леона Святослав Сагария, Лев Хагуш и Зураб Агумаа. Сегодня ведомством руководит Адгура Гарба. Все лица, наделенные статусом военнослужащих, в случае совершения ими каких-либо правонарушений и преступлений, они подследственны военной прокуратуре. Категория преступления может быть различная, от небольшой тяжести до особо тяжких преступлений. Культурная жизнь страны отмечена знаковым событием. В Русдраме состоялся премьерный показ киноальманаха абхазских режиссеров «7 новелл» по мотивам произведений Михаила Лакарба. Премьера вызвала ажиотаж в культурной среде столицы. Свободных мест в театре не было. Режиссеры киноальманаха пригласили сниматься не только профессиональных актеров, но и тех, кто никогда не играл ни в кино, ни в театре. По результатам зрительского голосования лучшим фильмом признана картина Тимура Квиквискири «Отец». Лучшим актером Кисо Хагба. Лучшая женская роль досталась Амре Дбар, а за самое оригинальное прочтение новеллы предпочтение было отдано режиссеру Инару Нормане за фильм «Меня зовут Махас». Баграт! Сарафья Бархунзаб Хадзаша Сыздырдзом! Убрекнут Бухала Восхуд Свандылтша! Ака! زرقاء ويرا زين شو استدى ان شاء الله سيناحة الرشرقي Hübe! Sarısı zubakra sıçıbıl. Arsaş soru. Hpa! تلقاكم شو زوستو شخن قاو برجوت قدام زارشتاش بسرعة Шба! Журналисты Абхазии отметили свой профессиональный праздник – День национальной печати и СМИ, приурочен к выходу в свет 27 февраля 1919 года первой газеты на абхазском языке «Апсны», которую редактировал основоположник абхазской литературы Дмитрий Гулия. В честь праздника Союз журналистов подвел итоги конкурса «Лучшая журналистская работа 2017 года». Первой премии удостоена статья Виталия Амаршана «Если удастся достичь единства», опубликованная в газете «Апсны». На этой неделе президент Рауль Хаджимба отправился в Гагру, чтобы лично представить активу района нового главу администрации Геннадия Сеченава. Ранее, 12 февраля, по представлению президента, депутаты Гагрского районного собрания дали согласие на назначение Сеченава главой администрации района. За такое решение проголосовали 22 из 24 депутатов. Я знаю этого человека, надеюсь на его порядочность, надеюсь на то, что, используя возможности тех, кто рядом будут, тех, кто поопытнее, вместе создадут условия для того, чтобы Гагра стала бы действительно той Гагрой, которую мы знали, знаем и знают ее за пределами Абхазии. Поэтому вопросов, которые требуют очень быстрого решения, которые потребуют и не просто решения, а зачастую и более жестких подходов от того, насколько вы все вместе эффективнее будете работать, от того и будет зависеть и работа в целом всех остальных структур, и качество жизни в самой Гагре. Какие проблемы предстоит решать новому главе? Какие перспективы социально-экономического развития Гагрского района? Мои коллеги побывали в Гагре и узнали, как меняется облик города и решаются текущие проблемы. Репортаж Ирины Аршба. Гагра – один из красивейших и востребованных туристами уголков Абхазии. Новые частные гостиницы здесь появляются как грибы после дождя. Это, конечно же, радует. Но как живут простые горожане? С какими проблемами сталкиваются ежедневно? Как и во всей республике, основные проблемы связаны с перебоями в энергоснабжении, состоянием водопровода и канализации городских улиц. Детям тоже негде нам играть, хоть детские площадки рядом были.
Вот поколение маленькое растет, а никто об этом не думает. Строятся гостиницы, дома, а насчет детей нет. Мусор, чтобы город был чистый, чтобы люди смотрели и радовались. С первым долгом вот это, когда все будет прекрасно, когда чистота и порядок, и люди сами захотят дальше сами продолжать. Когда мусор лежит, я увижу, я буду курить, я туда же брошу. Когда чисто, я же не брошу, мимо пройду, где-нибудь на мусор ящик положу. Вот это с этого надо начинать. Но мы думаем, сейчас я лично думаю, и многие думают, горожане все выбрали на нового мэра, достойного считаем. Посмотрим, пройдет время, все покажет. От Старой Гагры до так называемого района кемпинга в рамках инвестпрограммы на 2017-2019 годы идет укладка новых канализационных магистральных труб. Вот почему практически по всему городу перекопаны улицы, что, естественно, создает проблемы передвижения по городу. Работы будут проводиться в несколько этапов. Первый этап должны завершить до начала курортного сезона. От Старой Гагры до кемпинга это весь город надо перекопать, уложить новые трубы. Параллельно еще этим по инвестиционной программе идет постройка новых очистных сооружений. Где Пицунский мост, там у нас были старые очистные сооружения, которые тоже в ужасном состоянии. Мы туда качаем, и город Пицунда качает туда, и Гагра качает, и Пнари туда, фекалии все попадают. Но они там очищают, стараются очищать кое-как, и потом у нас труба идет где-то 1,5 километра в море. То есть уже более-менее очищено. В городе идут работы по улучшению водоснабжения. По предыдущей российской инвестпрограмме построены 3 бассейна, установлено 5 насосных станций, проведены водопроводные магистральные трубы. Сейчас идут работы по укладке разводящих труб. Таких у нас 3 бассейна разных размеров. Вот этот бассейн 4000 кубов. Это, чтобы всем ясно было, это где-то 160 цистерн железнодорожных воды. Это на город, на половину города хватает. Этот бассейн будет оборудован автоматическим режимом, то есть все насосные станции, которые подкачивают к насосной, они будут отключаться автоматически, включаться. Я думаю, на день нам хватает воды этой. Полным ходом в Гагре идет строительство первой средней школы. Рабочие здесь трудятся в 2 смены, в каждой по 60 человек. Строительство школы должно закончиться в 3-м квартале 2019 года. На эти цели из инвестпрограммы выделено 357 миллионов рублей. Новая школа сможет принять 700 учащихся. Работы ведутся интенсивно, без остановки. Бетонные работы уже фактически заканчиваются по 3 корпусам. Начинаем заниматься кровлей. В знаменитом Приморском парке города в рамках инвестпрограммы также идут восстановительные работы. Очищаются пруды, восстанавливаются фонтаны и каналы, соединяющие все 5 водоемов. Предусмотрен ремонт архитектурных объектов и облагораживание ландшафта. Территория парка составляет около 115 тысяч квадратных метров, на которых сохранилось примерно 200 разновидностей растений. Раньше же здесь произрастало более 400 видов уникальных растений. Одним из острых вопросов не только в Гагре, но и во всей республике является проблема вывоза мусора. В конце прошлого года район получил 6 машин мусороуборочной техники. Как говорят коммунальщики, новые машины станут хорошим подспорьем в преддверии курортного сезона. Комбинат по благоустройству города, 2 техники мы получили, 2 новые машины. А по району всего 6 машин получили. Вот Цандрепш, Лидзава, Пицунда и поселок Бзып. Ну а все остальное, опять же, мы должны, естественно, сплотиться. Мы должны знать, что обязательно надо будет платить свои коммунальные услуги. И своими силами мы не все сможем сделать. Чуть более 2 месяцев осталось до начала курортного сезона. Как мы убедились, в Гагре не сидят сложа руки, но и проблем тоже немало. Руководство района надеется на помощь правительства в решении наиболее серьезных вопросов. Ирина Аршба, Алексей Агухава для событий недели. Горожане говорили о том, что возлагают большие надежды на нового главу района. Мы пригласили Геннадия Сеченава в студию, чтобы познакомиться с ним, а также узнать о том, как он планирует решать текущие проблемы и что он намерен делать по улучшению санитарного состояния главного курортного города страны. Здравствуйте, Геннадий Калистратович. Здравствуйте. Вы всего неделю, даже меньше недели возглавляете Гагрский район. Вы малоизвестны широкой общественности и долгое время проработали в силовой структуре. Хотелось бы узнать о вас. Расскажите немного о себе. Родился я в городе Гагра, закончил школу, выехал на учебу
город Новочеркасск, закончил политехнический институт, вернулся в свой город, прошел военные действия, боевые события, которые у нас были, и с 1993 года служил в органах службы госбезопасности Республики Абхазия. Так получилось, что в этом году было сделано мне предложение по назначению главой администрации в городе Гагра, на что я согласился и попробую реализовать себя там, попробовать, насколько я смогу принести какой-то нужный вклад, полезный для нашего города. Ну вот работа в силовой структуре совершенно другая сфера. Сейчас вам нужно будет заниматься конкретно хозяйственной деятельностью. Насколько вам сложно было принять это решение о переходе из силовой структуры совершенно на другую работу? Я понял вопрос. Да, сложно, разговора нету, потому что у нас работа, конечно, немножко в закрытой форме происходит. Не публичная. Не публичная. Общественной деятельностью, конечно, там не приходится заниматься. Мы защищали интересы государства. Вопрос о переходе, конечно, долго мной обсуждался с близкими, с коллегами. Хотелось бы, чтобы мои старания и мои возможности, которые у меня будут, все-таки принесли какую-нибудь пользу для моего города. Гагра – это курортный город. И от того, как пройдет очередной курортный сезон, зависит и поступление в бюджет района, и налоговые отчисления, и благосостояние самих горожан. Вот 2017 год был неудачным в силу разных причин, и внешних, и внутренних. Близится очередной курортный сезон. Вот. Вы прекрасно знаете, какие есть в Гагре проблемы. И какие первые шаги вы будете предпринимать для того, чтобы менять санитарное состояние города, изменять положение в жилищно-коммунальном хозяйстве? Ну да, проблем, конечно, в городе очень много, как и, наверное, по всей территории Абхазии, в городах. Наш местный бюджет, конечно, в основном зависит от курортного сезона, насколько он будет удачным. Санитарное состояние города немножко находится в не очень хорошем состоянии. Есть проблемы и в сфере услуг, есть проблемы со светом, с водой, проблемы убираемости и соблюдения чистоты на улицах. Есть комплекс мер, которые надо решать. Желание, конечно, есть. Ну, если приложить совместные усилия, не только силами администрации, но и с пониманием жителей района, я думаю, это можно все привести в более лучшее состояние и как-то сделать комфортными условия не только для отдыхающих, но и для самих жителей. Когда приступили к своим обязанностям, вот ваши первые решения, шаги какие были? Ознакомиться с коллективом. Я довел до каждого сотрудника, до начальников отделов о том, что все-таки надо будет немножко более приложить усилия, создать более комфортные условия, во-первых, для граждан города, которые обращаются с какими-то проблемами, и чтобы не создавать им какие-то искусственные проблемы в получении тех же документов, оформлении обращений, заявлений, которые они приносят. Состояние пляжей в Гагре оставляет желать лучшего. Да? Об этом и говорят и сами горожане, и гости, и туристы. В Гагре практикуется сдача пляжей в аренду, и арендаторы обязуются, в обязательном порядке обязуются облагораживать эту зону, устанавливать там душевые кабинки, раздевалки, то есть улучшать инфраструктуру. Не все арендаторы соблюдают условия договора. Вы будете разбираться с этой проблемой? Естественно, разбираться мы будем. Мы буквально вчера по этому вопросу собирались в администрации. Мы будем привлекать депутатов местного собрания. Они выходили сами с инициативой для того, чтобы выбрать момент для того, чтобы пройти по территории пляжа города Гагра, переговорить со всеми арендаторами, поставить им условия, а возможно заключать какие-то договора, чтобы они несли ответственность за содержание пляжа. Ну, в случае, если они не будут выполнять, мы, естественно, будем рассматривать вопрос о аннулировании договора. О расторжении, да?
Гагра – город контрастов. С одной стороны, это симпатичные гостиницы, а с другой стороны, это необлагороженные территории, заросшие кустарником, и неприглядные сборно-разборные объекты мелкорозничной торговли на набережной. Можете ли вы обязать владельцев вот таких вот объектов устанавливать более симпатичные конструкции? Есть тут, конечно, две стороны этого вопроса, потому что это красная зона, так называемая, в которой капитальное строительство запрещено, но и создание таких конструкций, которые бы портило вид самой набережной, конечно, тоже это неприемлемо. Естественно, будут встречи, естественно, мы будем разговаривать, но вот перспективы, насколько я представляю для себя, это, естественно, это вообще создание вот самой набережной, с укладкой плитки. Но часть набережной, конечно, она готова. Есть участки, которые мы должны доделать и продолжить, возможно, ее. Вот. И, естественно, если она будет все полностью проделана, эта работа, естественно, требования к тем лицам, которые несоответствующий вид будут создавать фон такой неблагоприятный, естественно, будут приниматься, конечно, меры или к тому, чтобы они привели соответствующий вид конструкции, или по запрещению деятельности и разбору этих зданий, баров, кафе и тому подобное. Какие есть возможности у города, если вы уже знаете ответ на этот вопрос, есть по улучшению санитарного состояния? По инвестиционной программе, конечно, проводится огромная работа. Идет прокладка канализации, труб канализационных, которые будут выводиться на определенную территорию и там дальше проводить ее очистку в очистных сооружениях. При этом есть ряд моментов, которые, я думаю, что с привлечением, скорее всего, общественности мы будем проходить по тем участкам и домам, где незаконные выходы в речки, выброс производят, скажем. А много, интересно, таких объектов? Ну, объектов на тот момент, который сейчас мне известно, конечно, немало. Поэтому силами одной администрации и это невозможно, наверное, будет сделать. Я думаю, будет привлечена и общественность, будут привлечены, наверное, и правоохранительные структуры, которые при непонимании со стороны жителей, наверное, будут приниматься какие-то меры другого характера. А как можно было строить объект и не подключать его к централизованной канализационной системе? Для того, чтобы подсоединиться, это надо будет вызывать специальные службы, с ними договариваться, оплачивать их услуги. А здесь короткий путь, видимо, избран, без каких-то особых затрат на это. И все результаты человеческой деятельности, они стекаются в море, да? Ну и такой тоже есть. Это вопрос острый, эти вопросы уже поднимаются и общественностью города, поэтому реагировать на это будем мы, я думаю, что серьезно. В Абхазии вот сложилась практика незаконного строительства с последующим оформлением объекта уже готового. Строительство ведется в природоохранных зонах, в парковых зонах, вот, выходят за красную линию, так называемую. Как вы намерены бороться с самостроем? Потому что в Гагре эта проблема тоже существует. Ну да, эта проблема. Вам она знакома, да? У нас в районе она есть. На эту проблему обратил внимание и наш президент Хаджибарау Дюнкович. Уже возникли случаи, это, наверное, все знают, по заповеднику Пицунда-Мисырском, да, где в жесткой форме были поставлены условия, по которым они должны были снести, и решением суда данные работы уже проводятся. Но я думаю, что люди, которые пытаются таким способом строить и объекты, и гостиницы, немножко делают неправильные шаги, потому что впоследствии все равно это будет выясняться, будет проводиться работа с подключением и правоохранительных структур для того, чтобы или узаконивать и приводить в нормы эти объекты, или ставить вопросы о их сносе. Сколько таких объектов в Гагре приблизительно, вы можете сказать? Я не могу сказать, сколько объектов, но то, что они есть, это факт. Мы пока еще не прорабатывали полностью
не проводили учет, скажем, даже тех строений, которые были сделаны незаконно, но они есть. Скажите, у вас есть в администрации города ресурсы человеческие, я имею в виду, для того, чтобы решать огромное количество проблем, которые в Гагре есть? Ну, ресурсы, конечно, мы кое-какие имеем, и рычаги, наверное, у нас есть, которые мы должны использовать для того, чтобы решать эти вопросы, но без поддержки, конечно, государственной, конечно, нам будет немножко сложно, потому что это зависит не только от человеческих факторов, это и от финансовой поддержки будет зависеть. Вот еще одна тема, которая, вам хорошо она известна, тема безопасности. Какая ситуация с безопасностью в Гагрском районе? В отделе милиции достаточно ли сотрудников для того, чтобы нести круглосуточную службу? Сил и средств, конечно, не хватает местных. Когда курортный сезон наступает, увеличивается, конечно, численность населения в городе, и мы обязаны, конечно, обеспечить их безопасность. Вот насчет прошлого года были использованы силы курсантов. Это действующая такая-то мера, которая более-менее привела к какому-то чему-то хорошему. Скажите, а видеокамеры, они где установлены? Установлены в местах людных. Намереваюсь, конечно, пройтись по всем санаториям, базам отдыха, для того, чтобы они в этом плане увеличили число камер, да, чтобы можно было хотя бы на своих территориях полностью следить за ситуацией и контролировать перемещение и туристов, и нежелательных элементов. Геннадий Калистратович, вопросов, конечно, по Гагре очень много, но в силу того, что вы только неделю возглавляете этот район, я не буду засыпать вас вопросами. Я надеюсь, что вы будете частым гостем в нашей студии, и у нас будет еще возможность спросить о том, как развивается город. Будем говорить о проблемах Гагры, Гагрского района и в следующих наших эфирах. Я сторонник прозрачности, и я думаю, что все то, что будет сделано, я думаю, все могут увидеть своими глазами. Спасибо вам и удачи. Спасибо, вам также желаю удачи, профессиональных успехов. И, пользуясь случаем, я хочу поздравить всех женщин в лице вас, наших матерей, сестер, с наступающим 8 марта. Самое главное, желаю здоровья, исполнения всех ваших желаний, ну и, естественно, женского счастья вам. Спасибо большое. Улыбок. Спасибо большое. До Спасибо. свидания. Уважаемые телезрители, я напоминаю, у нас в гостях был глава администрации Гагрского района Геннадий Сеченава. Мы продолжаем эфир. 4 марта – знаменательная дата в истории Абхазии. В нашем обществе много раз отмечали символическое и едва ли не мистическое совпадение дат и событий, которые оставили важный след в истории страны. 4 марта в разные годы стал днем установления советской власти в Абхазии, днем, когда завершил свой жизненный путь первый президент Абхазии Владислав Арзымов, и дата рождения второго президента страны Сергея Багапш, в период президентского правления которого началось международное признание Абхазии. Белла Кварча сделала небольшой экскурс в историю. 4 марта в 1921 году в Абхазии была установлена советская власть. В этот день, 27 лет назад, части Красной Армии, двигавшиеся со стороны Кубани, вместе с абхазскими красногвардейцами во главе с членом Ревкома Абхазии Николаем Акиртава вошли в Сухум. Через 2 дня Ревком Республики во главе с Нестором Лакоба и Ефремом Эшба взял в свои руки всю власть в Абхазии. Приход большевиков к власти, поддержанный Красной Армией, стал освобождением нашего народа от грузинской оккупации. Уже не в первый и, увы, не в последний раз. Народ воспринимал Абхазию, установление этой власти, новой власти, как избавление от всех этих, так сказать, ужасов грузинской оккупации, которая была здесь в этот период 18-21 года. Еще не было СССР, Советского Союза. Как мы знаем, СССР возник в декабре 1922 года, а это был период предшествующий. Абхазия была независимой как от советской России, так и от советской Грузии. То есть это была совершенно самостоятельная страна, республика, которая занималась даже внешнеэкономической деятельностью, политической деятельностью. Это был очень интересный период, это был расцвет.
Абхазские большевики, учтя неудачный опыт 1918 года, когда они просто объявили Абхазию Сухумским округом в составе РСФСР, на сей раз уже говорили о восстановлении абхазского государства. Уже в конце марта 1921 года была провозглашена Абхазская Советская Социалистическая Республика. Таким образом, советизация одновременно привела и к восстановлению абхазской государственности. В советское время 4 марта был одним из немногих праздников, который объединял абхазов и который отмечали как национальный праздник. 4 марта 2010 года – день смерти первого президента Абхазии Владислава Арзенба. Крупный ученый и выдающийся политик. Он определил судьбу современной Абхазии. Владислав Арзенба возглавил республику в один из самых сложных периодов истории Абхазии и стал основателем современного абхазского государства. Каждый год в этот день поклониться памяти великого сына Апсны. В его родное село Нижняя Ишера приходят сотни людей. Ветераны Отечественной войны народа Абхазии, соратники, молодежь. Благодарные сограждане отмечают выдающуюся роль Владислава в истории республики, его умение противостоять сильным мира сего ради благополучия своей родины и отстаивать ее интересы без оглядки на ранги и могущество оппонентов. Владислав Арзенба заставил весь мир услышать Абхазию, пробивал глухие стены непонимания и равнодушия со стороны политиков других стран. Громко заявлял со всех трибун, что и малочисленный абхазский народ имеет право быть свободным. В период освободительной войны его харизматичность, твердость воина и мудрая политика давали народу уверенность и силу в борьбе с агрессором. Дорогие соотечественники, я обращаюсь к каждому гражданину нашей республики. Последние события показывают, что наступил критический час в истории нашей Родины. Грузинское руководство, которое не желает прекращения войны, строгого выполнения Сочинского соглашения, объявила всеобщую мобилизацию. В этих условиях мы обязаны все как один встать на защиту нашей священной Родины. Владислав Арзенба во многом человек, изменивший ход истории. Он внушил своему народу веру в собственные силы, дал возможность учиться на родном языке, гордиться своей многовековой историей и богатой культурой. В истории редки случаи, когда лидерам нации удается увидеть плоды своей многолетней борьбы. Владиславу это удалось. Он дождался признания независимости своей родины. Признание независимости Абхазии связано с именем второго президента страны, Сергея Багапша. Символично, что и здесь присутствует дата 4 марта. Этот день в 1949 году стал днем рождения главы государства, которое обрело признание своей независимости в тот период, когда он его возглавлял. Мы заслужили с вами эту большую победу. Мы заслужили ее по праву, поскольку наш народ, наша нация, люди, живущие в Абхазии, всегда имели свою государственность. И вековая мечта нашего народа сегодня претворена в жизнь. Каждый год 4 марта руководство и общественность страны посещают могилу второго президента Сергея Багапша в селе Эчгярда. Люди, которые лично знали Сергея Багапша, отмечают, что это был открытый и простой в общении человек, который никогда не делил людей по социальной принадлежности. Он встал у руля государства в непростой период истории Абхазии, в период политического противостояния, которое едва не завершилось столкновением. В годы президентства Сергея Багапша была восстановлена юрисдикция Абхазии в верхней части Кадорского ущелья. При нем независимый статус Абхазии был признан Россией. Исследователям еще предстоит осмыслить роль в современной истории нашего государства двух президентов Абхазии, смыслом жизни которых стало служение своему народу. Белла Кварчия для событий недели. На сегодня это все. Я с вами прощаюсь. Всего вам доброго. До новых встреч в эфире.